Якутии с этого года реализуется приоритетный национальный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья сроком до 2025 года. В него вошли дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. Таких в республике более 3500 домов. В них проживает более 60 тысяч человек. Наибольший объем аварийного жилфонда в республике в Алданском районе – более 180 тысяч квадратных метров, в Ленском – 123 тысячи, Нигингринском – 83 тысячи квадратных метров. В Якутске аварийного жилфонда – более 68 тысяч квадратных метров. Но у жителей столицы возникают вопросы по работе комиссии по признанию домов аварийными. И есть ряд примеров, когда дома, которые уже давно должны были идти под снос, до сих пор не имеют статуса аварийности. Один из таких домов – дом по улице Шавкунова, 74, который обещают признать аварийным аж с 90-х годов. Но он до сих пор под вопросом. Насчет дома мы обратились какого числа? В ноябре 21-го, что ли, мы всем домом записались на прием к мэру. И ни ответа, ни привета нету. Игнор полный. Вот 17-го года мы заявление написали. Никто не звонит. Я до Нового года позвонила, сказали мы, ну примет, мы вам позвоним. И до сих пор ни ответа, ни привета. Ждем. Уже больше полугода получается, да? Как в журавлях в небе ждем, чтоб она нас приняла. Но нету ничего. Возмущению жителей нет предела от равнодушия чиновников. Почему вот им что-то мешает? Просто они даже вот приезжали в прошлом году, когда у меня было обрушение вот этого стояка печного. Они, ой, ну все как всегда, ой, да, ой, надо срочно. И никто ничего же не делает, понимаете? Документы эти собираешь, куда-то ходишь, чего-то, кого-то. Бесполезно. Бесполезно. Я просто боюсь за свою жизнь, да? Вот так вот зайдешь сюда, и тебе на голову кирпич или детей прибьет. Вот тогда, может быть, они начнут что-то действовать, что-то как-то, что-то делать. Этот дом не вошел в программу переселения второго этапа из-за халатности работников мэрии. Как бы они должны судиться между прокуратурой и ДЖО. Ну вот не знаю, что будет дальше. Потому что как бы нас в программу уже не поставили с 19 по 25 год. После 25-го, а за 6 лет, представляете, что тут будет? Просто нас это все завалит. Мы все утонем здесь, все полы провалятся. Ну, у меня финансов. Я и так по возможности делаю, как бы, ну что в моих силах. Ну, просто уже, знаете, ни от кого ничего не добьешься. И есть вообще справедливость или нету? Как вот жить дальше? Сама Юлия живет в этом доме с детства, уже более 35 лет. И с каждым годом дом рушится на глазах. Полов нет. Дыры сплошные. Зимой, зимой получается, что вот это вот все утепляю я сама. И как-то еще более-менее. Но дети ходят у нас в валенках, в теплых штанах, как обычно. И болеем мы часто, очень часто. Вот это все сыпется, вот это все валится. Кирпич вот сегодня с утра упал. А что будет завтра, а что будет послезавтра? Мы же этого не знаем. Жильцы уже устали бороться за справедливость и добиваться себе лучших условий для жилья. Заслуженный педагог Анастасия Винокурова, которая приехала в 90-х годах с детьми из Среднеколымска, до сих пор проживает в своей квартире, которую ей дали временно. Но получилось, что временная стала постоянно. Сейчас она уже инвалид первой группы. И самое прискорбное, что свою инвалидность она приобрела именно здесь. Сырость, плесень, плохой воздух способствовали развитию болезней. Это не халлера, прокуратура билин бахар яктага бит. Ол прокуратура кайдагана багар бу туакка программа киддагана багар икке касылынан көтүлүгө дилдере бит. Атак дегенен биллери тахар буттарынан сүрбе биясыланарат дегер уже делен якты. Олата мен онны тиерим де билбет. Олата мен бавшы бортан дойдуга келем барамын үчүгө диалор бакко. Оттан барар кахта курдуп болан. Олар дам дегенен. Рак пищевода желудка меден, ныркусан ыры болла каварна ыры. Онтон өрөкөппөтөне хин санам күйүнөн хатыраны ол жия кирем баран өлбөкке хидияны бунда болдор оттон кайдак туак болар белбеп бол.
Жители другого дома в Якутске по 50 лет советской армии 32 также возмущены тем, что их дом хоть и признан аварийным, но не попал под расселение в этом году. Они собирали документы еще в прошлом году. Сейчас идет, закладывается в бюджет сумма, чтобы вы туда вошли именно в 2019 году, потому что вы стоите именно на снос в 2019 году, потому что вы аварийный дом. Хорошо, мы все скопом все собрали. Нас уверяли, что особенно собственники, кто вот на деньги как бы подписывал, там можно написать на квартиру или на деньги собственникам. Кто подписал на деньги, что вот буквально во втором квартале 2019 года вы получите. А те, кто муниципалы и по расселению будут идти по квартирам, что до конца года мы вас расселим. То есть мы ждем. И сказали нам, что нас передвинули на 2020 год. Хорошо, я перезваниваю на следующий день, спрашиваю, так и так, вот такой-то дом, в каком году нас все-таки расселяют? В 2020-м. Хорошо, я возмутилась там, конечно, мне не дали никаких ответов, ничего. На следующий день я все равно туда звоню, потому что у меня опять ряд вопросов, как бы буйство эмоций. И мне говорят уже на 21-й, ну вот как так? Ответы никаких не дают. И самое интересное, что уже есть списки, кого будут расселять. И люди, которые признаны аварийными позже нашего срока, они вошли намного раньше нас. Вот что это такое? Мы просто возмущены страшно. В Якутске в 2012 году были признаны аварийными 39 домов, из которых в программу расселения 2019 года попали только 26 домов, которые грозят обвалом, а остальные 13 домов перенесены на другие года, а конкретно дом по улице 50 лет советской армии 32 на 2021 год. Несмотря на то, что также дом грозит обвалом, в Якутске 331 дом признан непригодным для проживания, и только 165 домов вошли в программу переселения, которая реализуется на данный момент, а половина домов без финансирования. Многие люди живут как в гетто. И то, что происходит сегодня в республике, с моей точки зрения, это совершенно ужасно, потому что это должна быть богатая, состоятельная, рентабельная республика. Я считаю, что когда республика добывает золото, бриллианты, уголь, есть газ, то жить на уровне Ингушетии или Калмыкии нельзя. Могу констатировать, что количество домов, которые сегодня признаны аварийными, это недостаточно. То есть 152 дома. Вчера, встречаясь с главой города, я видел ее подход к этому делу, и я поддерживаю, что, наверное, надо доходить до порядка 900 домов сегодня уже. Сегодня нужно поменять идеологию и нужно сделать все, чтобы дома были признаны аварийными. Другой вопрос, как дальше мы будем продвигать это дело, я, естественно, напишу президенту России, помимо этого совещания, это будет отдельное письмо от меня в адрес президента о том, что происходит на сегодняшний день в Якутии, в каких трущобах живут люди. Очень люблю республику Саха-Якутия, и мне очень обидно, что республика, которая достаточно мощная могла бы быть, она находится в таком состоянии. Люди доведены до крайности. Весной многодетный отец, инвалид Андрей Слабоспицкий, провел одиночный пикет перед зданием мэрии и требовал признать весь дом по улице Свердлова аварийным. Но пока аварийной признана только его квартира. Но сейчас он сам из своих денег оплатил комиссию для признания дома аварийным. Для этого молодому человеку без малого пришлось выложить 32 тысячи рублей. При этом его собственная семья живет только на пособие и пенсию по инвалидности. А я-то хочу весь дом, я даже в каждом заведении, куда я обращался, живу в министерство, я требовал, чтобы признали полностью дом аварийным, а не мою квартиру. Помощи нет кого ждать, у нас родителей нету, у Андрея нету, у меня нету, родственников тоже нету. Я сама в детдоме выросла. И, извиняюсь, я раньше сама работала медиком и поваром, да, у меня 2 образования. В итоге я только болячки заработала. И сейчас работать я не могу. Элементарно по состоянию здоровья просто-напросто. Я по дому ничего не делаю практически, у меня муж все делает. И, не знаю, заработать таких денег, чтобы... У нас задолженность за эту комнату. Из-за того, что все деньги практически на лечение уходят.
На питание я же не буду детей голодными оставлять или раздетыми. Люди, конечно, слава богу, там бывает помощь собирают продуктами. Не знаю, еще на Андреев давят. Как мы НТВ же обращались по поводу вот этого дома, чтобы мы же не только для своей семьи просим, мы для всего дома просим, чтобы его полностью весь дом расселили, да. Но дело в том, что соседи не хотят, либо они боятся, либо что, потому что когда мы на НТВ обратились, после этого на нас начали давить со всех сторон. Приходили, отключали нам свет, хотя у нас был договор, и мы оплачивали. С пенсии у Андрея высчитывали 50%, хотя по договору было 25%. Потом водоканал начал. И они прямо говорят, нам сказали сверху, чтобы вас отключали, и все остальное в том же духе. Общая стоимость расселения до 2025 года составляет более 93 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов рублей – это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а более 29 миллиардов рублей будут выделены из бюджета республики. На эти деньги будет по всей Якутии расселено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Только в текущем 2019 году планируется расселить более 85 тысяч квадратных метров, и на это направят уже более 6 миллиардов рублей. Согласны еще на 20.